Добрый день, друзья. Это программа «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Саркели. В этой программе мы обсуждаем ту цену, которую платит наша страна, наше общество и соседние государства для того, чтобы быть свободными и иметь возможность самостоятельно принимать решения по поводу своего будущего, настоящего и всех текущих и насущных вопросов. Сегодня мы поговорим с руководителем Всеукраинской общественной организации «Союз гагаузов Украины» Василием Келегло. Василий, здравствуйте, слышите ли вы меня? Доброго дня, добрый день вам, друзья. Zaman ayrılsın. Zaman Серсенс Василий Систа. Мы, как вы уже успели заметить, в этой передаче очень часто приглашаем гагаузов из Украины для того, чтобы понимать, что они переживают, как они справляются с этим кризисом, и для того, чтобы проговорить основные моменты и различия в понимании и видении того, которое мы наблюдаем между гагаузами Украины и гагаузами Молдовы. Если вы готовы поговорить на все эти темы, очень рад был бы услышать ваши мысли по этому поводу. Да, конечно. Василий, давайте начнем с самого, такого простого общего вопроса, который я задаю практически всем тем, с которыми я общаюсь в этой передаче. Как вы и ваша семья пережили эти 2 месяца и как вы переживаете эту войну? На самом деле, для многих из нас война пришла внезапно. Так же само моя семья была в Киеве. И весть о том, что началась война, нас застала в квартире. Возле той квартиры, где я жил с семьей, находится стратегический объект, поэтому я принял решение вывести свою семью на дачу, за город, так как в любой момент могла упасть ракета в наш дом, что в принципе впоследствии и произошло с соседним домом в 300 метрах от нашего дома. Я скажу так, конечно, семье хотел сделать все возможное, чтобы она уехала и чтобы семья была в безопасности, но жена моя сказала, что если будем воевать вместе, буду подавать снаряды и будем защищать свою родину, свою землю. Так как с нами еще был ребенок, то впоследствии нам все равно пришлось выехать в Бессарабию, о чем я расскажу позже. Естественно, для того, чтобы защитить Киев, я записался в тероборону, это буквально на следующий день. И с ребятами с нашего поселка мы собрали группу людей, которые хотели защитить нашу территорию. Естественно, выяснили, что у кого есть, сколько есть огнестрела, сколько есть раций, камер и так далее. То есть для того, чтобы встретить агрессора, мы собирались их встречать у себя дома. Но кроме этого собрали весь остаток бензина, потому что с бензином были проблемы в первое время. Масло для того, чтобы делать коктейли. Ну и организовали патрулирование. Только тогда, когда мы нашли мину, заложенную в ближайшей дамбе, и, скажем так, сообщили саперам, после этого возле нашего населенного пункта поставили пушку. Ну и таким образом защитили наш поселок от нашествия агрессора. Я правильно понимаю, что вы в территориальной обороне, правильно? Да, в территориальной обороне. Это первый человек, с которым мы общаемся из территориальной обороны. Каково быть в территориальной обороне, Василий? Можете пару слов об этом сказать? На самом деле, когда я записывался в территориальную оборону, меня удивило такая сплоченность и единство украинцев, и не только украинцев, всего народа Украины. Здесь проживает более 27% других национальностей, кроме украинцев.
И люди, которые стояли в очереди для записи в территориальную оборону, независимо от того, какой мороз был в тот день, я видел, что более 200 человек стояли для того, чтобы записаться, и больше, чем полдня. Я хочу сказать, что этим людям не раздавали оружие. Они записывались для того, чтобы их вызвали в любой момент и, получив оружие, защищали свою землю. Первые дни те, кто записался, естественно, сразу же получили оружие. И, как говорят, каждому встречному раздавали. Нет, было все упорядочено. Записывали паспортные данные, идентификационные коды. Естественно, военный билет показывал и таким образом вступал в территориальную оборону. На самом деле, будучи здесь, под Киевом, мы уже за первую неделю определяли, где приход, где наше ПВО работает, где какие летательные аппараты пролетают, где вертушка, где самолеты. Своими глазами видел воздушные бои. Возле нашего поселка упал российский самолет. И хочу вам сказать, что буквально вчера, вы, может, в новостях слышали, над нами, я, прогуливаясь с дочкой вечером, над нами пролетела ракета. Хотя дочка сказала, какая красивая звезда падает. Это еще не ночь была, это были сумерки. Но увидев ракету, я понял, что она сейчас упадет, и осколки, возможно, могут попасть в нашу сторону. Я прикрыл ребенка собой и, соответственно, услышал громкий взрыв. К сожалению, у нас такие реалии. Не уходя далеко, скажите, пожалуйста, как часто включается воздушная тревога в Киеве? То есть я понимаю, что Киев не перестали обстреливать, и он постоянно находится под бомбежками, правильно? Ну, не бомбежки, а обстрелами ракет. Да. На самом деле сейчас поспокойнее. Только пару дней назад, когда был руководитель, глава ООН, попала ракета в здание, вновь построенное здание в центре города. И вот вчера в Киевской области, ну это буквально километров 30 от Киева, было падение ракеты. Ну и, соответственно, перед этим также сама супруга видела ту ракету, которая летела в Киев. По моим предположениям, эта ракета была запущена с Крыма или с кораблей, которые находятся в Черном море. Потому что с юга летела ракета. И это было явно видно на высоте до километра. Ваш поселок, вы говорите, что ваш поселок, вы в территориальной обороне поселка, это получается не в той части, где Буча, Гостомель и Ирпень, да, это в другой части, я правильно понимаю? Вы знаете, это южнее, но тогда, когда спустя больше 10 дней после начала полномасштабной агрессии России, значит, в нашем поселке объявили эвакуацию. Но благодаря змеевым валам, как ни странно, которые были построены еще 1000 лет назад, прошу прощения, 2000 лет назад, от нашествия кочевников, эти валы, это земляные валы, перед ними выкопаны рвы, в общей сложности, когда-то в свое время они до 1000 километров доходили, то сейчас эти остатки змеевых валов спасли наш поселок от нашествия танков. Танки уперлись в эти валы и не смогли пройти дальше. Но мне пришлось эвакуировать, даже в комендантский час, эвакуировать свою семью в Бессарабию. Какое-то время они там находились. Ну, в смысле, на родину малую, да, я правильно понимаю? На родину, да, абсолютно верно. Вы из Балбока, из котловины, я правильно понимаю?
родом? Да, Балтмука, котловина, нынешнее название. Ну, это, по-моему, через поле от Этули, если я не ошибаюсь, да, буквально рядом. Абсолютно верно. Это 12 километров от Этулии. Василий, если вы не против, я бы хотел с вами поговорить о вот реакции гагаузов здесь, в Гагаузии, и там, в Украине, на вот эту вот агрессию, и вообще, как вы ее воспринимаете? Как вы оцениваете то, как здесь, в Гагаузии, реагируют на агрессию России против Украины? Вы знаете, что очень многие ее поддерживают, многие солидаризируются с агрессией России против Украины. Как вы это объясняете? Честно говоря, я ожидал подобную реакцию от наших собратьев из Гагаузии, но не думал, что настолько она жесткая и настолько она пророссийская будет. Но это не говорит о том, что все абсолютно подряд такие. Были среди моих друзей, среди моих знакомых люди, которые предлагали свое жилье, люди, которые встречали наших беженцев, размещали и не только у себя, но и снимали квартиры для них. В том числе и мне предложили. В Гагаузии предложили квартиру, сказали, в любой момент ты можешь приехать. Я вам больше того скажу. Не только в Гагаузии мне это предложили. Мне это предложили и в Польше, и в Германии, и в Болгарии, и в Турции. Во многих странах. И я вам скажу, в отличие от, допустим, наших гагаузов, сейчас мы вернемся к реакции гагаузов, значит, турки, абсолютно большинство из них, даже те, с кем я не встречался, а только общался по телефону, они предложили свою помощь. Они реально помогали гуманитаркой. Они помогали со своими деньгами. У меня дочка учится в Анкаре, и она была как бы ключевой фигурой, которая их сводила с посольством Украины, и они напрямую помогали через посольство Украины нашей стране. И я скажу, что мало того, они предлагали помощь именно, предлагали себя в качестве военных, которые прошли и Сирию, и другие горячие точки. И таких тоже было много. То есть из Турции, вы имеете в виду, из Турции, желающие воевать на стороне Украины? Абсолютно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Что касается Гагаузии, я вам скажу, что большинство людей все-таки первое время некоторые осуждали нашу позицию, некоторые говорили, уезжайте поскорее в Киев, возьмите, сохраняйте свои семьи. Некоторые говорили, скоро все закончится, Россия очистит Украину от фашистов, от бендеровцев, и все будет нормально. Я скажу так, те, кто я считал, что они относятся к такой, скажем, думающей интеллигенции в Гагаузии, я с ними пытался как-то дискутировать и объяснять, что я долгое время занимал должность при Министерстве культуры, возглавлял рабочую группу по противодействию дискриминации, расизму и ксенофобии. Дискриминацию как раз по национальным признакам. И я вам скажу, что ни одно заявление не было от лиц с русской национальности о том, что их ущемляют их права здесь, в Украине. И мало того, я больше 20 лет живу в Киеве, и ни разу не было такого, что, говоря на гагаузском или на русском языке, на улице, в общественных местах, где угодно, чтобы мне кто-либо замечание делал. Это все ложь и провокация. Почему в Гагаузии ведутся на это, для меня до сих пор является странным. И на самом деле всех тех друзей, так называемых в кавычках, которые были у меня
в социальных сетях друзьями, я сразу же удалял при виде такой позиции. Василий, вот на этой неделе Башкан промульгировала закон о защите георгиевской ленты. Вы знаете, что парламент Республики Молдова запретил георгиевскую ленточку знак Z и знак V, как знаки, ассоциирующиеся с российской агрессией в Украине. А в Народном собрании приняли закон, защищающий эти знаки. И Башкан его подписала. Более того, в пояснительной записке к этому закону там написано, автор этого законопроекта написал, что якобы таким образом они защищают традиции гагаузского народа. Вот с вашей точки зрения, имеет ли георгиевская ленточка какое-то отношение к традициям гагаузского народа? Знаете, и я занимаюсь общественной деятельностью с 2003 года. И ту помощь, которую оказала нам Гагаузия, она заключалась в участии на фестивалях наших коллективов, там, Дюждава, Кадынджи. В последнее время, благодаря, опять же, Республике Турция, которая печатала книги для Гагаузии, некоторая часть книг, она и доходила до нас. Но в первое время это был один единственный комплект учебника гагаузского языка, на основе которых мы печатали свои уже книги, получая гриф через Министерство науки и образования. И это вся была помощь скажем так, ну и, соответственно, мы участвовали на фестивалях и мероприятиях в Гагаузии. Мои предложения были для того, чтобы традиции сохранялись, для того, чтобы они как-то развивались. Было много всяких предложений. Элементарные вещи, как, например, сайт управления культуры или на сайте исполкома сделать страничку для гагаузов за рубежом, с мастер-классами по танцам, по песням, по изучению языка, по сохранению каких-то наших традиционных игр, частушек и так далее. Ну, я, похоже, общался со стеной, и никакого, скажем так, никакой обратной реакции не было. Только в последнее время, насколько я понимаю, научный центр начал такого рода программы делать по изучению гагаузского языка, но я считаю, что это должно быть еще в виде самоучителя, в бумажном виде, потому что люди привыкли по старинке изучать в книжных вариантах. Или даже если и в электронном виде делать, то только, скажем так, ну, такой общепринятой форме. А что касается ленточки георгиевской, я скажу вам, что это далеко сохранение ленточки георгиевской, это вообще никак не связано с гагаузскими традициями, никак. Это только, как я считаю, знаете, в советских фильмах были герои военных фильмов, много раз говорили, вызывая огонь на себя. Так вот, я считаю, что гагаузы этими своими мероприятиями вызывают огонь на себя. Не дай бог попадет пару бомб, ракет на какие-то поля Гагаузии, и после этого Россия расскажет о том, что это сделали украинцы, и ведет туда войска, я боюсь предположить, что может быть дальше. Неужели никто из наших не думает об этом? Это один момент. Второй момент. Гагаузия пошла суперечь, то есть против Кишинева. И это не есть правильно. На самом деле я всегда считал и считаю, что с Кишиневым надо находить общий язык. Надо знать
свой язык, надо знать государственный язык на одном и том же уровне. Мы, гагаузы Украины, изучаем украинский язык и изучаем гагаузский язык. И считаем, что для того, чтобы достичь каких-то целей и задач, и даже элементарно нашим детям стать хорошими юристами, надо знать государственный язык. А в Гагаузии, насколько я знаю, упирается. Хорошо, а вот в чем проблема? Это непонимание местных элит, что хорошо для Гагаузии? Или есть какие-то связи, которые, не знаю, там, их обременяют? Потому что мы видим, не нашлось ни одного депутата Народного собрания, который сказал бы: ребят, ну вот что вы делаете? Но это не в наших интересах. Вот посмотрите, что творится там в Буче, посмотрите, что творится там, не знаю, ну как минимум, не знаю, там солидаризироваться с людьми, которые пострадали от этого. Это непонимание или как вы это объясняете? Потому что, опять же повторюсь, не нашлось ни одного депутата Народного собрания, который сказал бы: господа, давайте отложим этот закон, хотя бы просто не будем его принимать. Но Гагаузия в очередной раз пошла наперекор Кишиневу. Вот в этом случае, с вашей точки зрения, это скажется как-то на будущем Гагаузии, на ее развитии? Гагаузия, скажем так, не превращает себя таким образом в медвежий угол, который ограждает себя от внешнего цивилизованного мира и идет назад в прошлое? Действительно, те ребята, которые у нас служат в вооруженных силах Украины и в других силовых структурах Гагаузии по национальности, те, кто непосредственно находились и находятся на передовой, они получают отпор от своих родственников с Чадырлунги, например, да, звонят им и общаются, и они говорят, что вот я на передовой, поверь мне, реально, и я видел этих русских, которые на лбу имеют георгиевские ленточки на своих шапках, да, и они убивали, насиловали не только женщин и девушек и женщин, но и детей. Это реальная ситуация. Я постоянно был на связи с руководителями наших ячеек. Из Макарова еле выехал руководитель Житомирской ячейки. 4 дня связи с ним не было. И только получив коридор, он смог уехать в сторону Львова. Из Херсона руководитель, которая была в Мариуполе руководителем Донецкой областной ячейки, переехала сначала в Херсон, а из Херсона под бомбежкой выехала в Бессарабию. И таких примеров много. В Чернигове руководитель нашей ячейки потерял половину своего бизнеса. Я вам скажу, что касается георгиевской ленточки, я считаю, что даже вот эти связи, как вы говорите, да, я не думаю, что связи или какие-то средства были получены гагаузами в самой Гагаузии. Это непонятная дань всему русскому. Пора заниматься всем гагаузским, а не всем русским. И если мы говорим о том, что наши деды воевали Великую Отечественную войну, конечно, воевали. Но они воевали из Запорожской области, основная часть. Я сам был в Запорожской области, в населенных пунктах, где живут гагаузы. И там и герой Советского Союза, единственный герой Гагауз, Буяклы, хотя он Буяклы. Я общался с родственниками этого человека. И там в этом селе действительно больше 200 человек воевали. А те, кто воевал из Гагаузии, насколько мне известно, многие переписывались болгарами, русскими, лишь бы чтобы попасть на войну. Так как действительно в те времена гагаузов не брали в силу того, что они были тюркоязычными, и в данном случае
Турция была хоть и нейтральной, но помогала на тот момент Германии. Ну, то есть Я хочу бессарабских сказать, что гагаузов не брали в ряды Красной Армии. Бессарабских гагаузов. брали, но только если они переписывались под другой национальностью. Я знаю гагауза, который мог бы стать в те времена министром в Советском Союзе. Ему было под 100 лет, он жил в Киеве, и он мне в лицо сказал, что руководители службы определенной безопасности сказали: ты не станешь министром, так как ты гагауз по национальности. Тебе туда дороги нет. Ну вот вам прямая дискриминация, нет? По национальному признаку. Абсолютно верно. Василий, вы говорили о ячейках. Ячейки организации или партии? Потому что, насколько я Нет, у понимаю, нас вы близки есть, с Виталием Кличко. В политическом смысле. Я никогда не был партийным человеком. Я выдвигался в кандидаты в депутаты от партии Кличка, но меня просили быть в рядах партии, но я, так как общественник, не стал членом партии. 14 ячеек – это именно нашей организации Союза гагаузов Украины. У нас в большинстве областей имеются свои ячейки. Когда вы говорили о том, что звонили ребята из Гагаузии, в смысле, извините, гагаузы из Украины своим родственникам в Чодерлунге, вы имели в виду, что там на передовой люди воюют гагаузы, у которых есть родственники в Чодерлунге, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Я вам больше того скажу, даже в руководстве силовых структур есть гагаузы. И как много гагаузов воюет в рядах ЗСУ? Большинство гагаузов об этом не говорят, так как понимают, что большая часть родственников не очень хорошо воспримет. Хотя в Украине ситуация поменялась. Если сравнивать 2014 год и сегодня, люди поняли, что агрессия и все ноги растут от нашего соседа. И в каком количестве их, я точно не скажу, но были такие случаи, когда я общался с ребятами передовой, и они слезно просили, чтобы я родителям ничего не сообщал. Ну хорошо, вы сколько человек знаете из гагаузов, которые воюют на передовой? Вот лично вы. Лично я знаю больше 20 человек. Больше 20 человек? Да. Ну, это немало, скажем так. Вы очень часто, ну, вы сами упомянули здесь о том, что вы занимались культурными связями, налаживанием культурных связей и так далее. Вы были частый гость в Гагаузии, вы фигурировали и участвовали в различных мероприятиях, в конгрессах и так далее. И была такая концепция сделать Гагаузию центром гагаузов всего мира. Вот в этой ситуации, когда Гагаузия фактически солидаризируется с Россией, и очень многие в Украине гагаузы, имеется в виду культурная элита, общественная элита гагаузов в Украине не поддерживает этого. Может ли Гагаузия в этой ситуации сохранить за собой статус центра гагаузов всего мира? Я считаю, что Гагаузия, она должна сохранить центр. И Ну, то, что должна, я тоже с центр. этим согласен. Но сможет ли? В этом вопрос. Ага. Ну, я скажу, что все меняется. На самом деле человек так устроен, что пройдет какое-то время, естественно, украинцы не так быстро простят русским за то, что они творят здесь, в Украине. Но что касается Гагаузии, большая часть воспринимает это как нейтралитет.
Я лично считаю, что Гагаузия должна была хотя бы проявить сочувствие или проявить какую-то элементарную помощь, там, позвонить своим родственникам, сказать, что мы с вами, что мы понимаем, что у вас идет война, но ничем не можем помочь в силу там, финансовых каких-то проблем. Но этого не происходило. Мне обидно, что турки мне звонили во все колокола, предлагали свою помощь, а наши ребята, они были, те, кто предлагал, но их было очень мало. И те, от кого я ждал, никаких, скажем, звонков не поступало. Ну, в том числе и руководство Гагаузии. Я вам скажу больше того, руководство Гагаузии, когда все это началось в 2014 году, как вы знаете, тогда были вопросы с Беркутом, и тогда официально предложили помощь в размещении в санаториях ребят из Беркута. Я помню, была такая инициатива Формузала, да. И я официально отказался от участия в качестве посредника между Беркутом и руководством Гагаузии. И хотя впоследствии в интернете разместили письмо на имя руководителя Союза Гагаузов Украины о том, что просим предложить помощь в реабилитации военных из подразделения Беркут. На самом деле, вот смотрите, какой получается диссонанс. Тогда беркутовцам предложили, а сейчас гагаузам даже не звонили. Это о чем-то говорит. Уточняющий вопрос. Вам предложили быть посредником или вы были посредником в этом вопросе? Нет, конечно. Мне предложили. Но вы не выступили? Нет, я отказался от этой идеи. А вы могли бы сказать, кто вам предложил? Руководство Гагаузии. Тогдашнее. Тогда был Формузал, насколько я помню. Да. Вы сказали, что гагаузы выбрали нейтралитет. Ну, какой нейтралитет в ситуации, когда фактически с законом о защите георгиевской ленточки Гагаузия солидаризировалась с Россией? Я не считаю, что это нейтралитет. Если бы Гагаузия избегала обсуждать этих тем и вообще не обсуждала бы их на заседаниях Народного собрания, это был бы нейтралитет. Но сейчас Гагаузия четко выбрала позицию, и руководство определилось со своей позицией. То есть мы уже не можем говорить о нейтралитете. Видите, они заблуждаются. Они думают, что поддержав символы победы, они таким образом поддерживают сугубо тех ветеранов и, скажем, ту память, которая есть об этих ветеранах и об этих событиях. Но на самом деле вы правы, они поддерживают в данном случае и агрессию в Украину в том числе. И все то, что под этими флагами красными, да, и под этими ленточками, они таким образом показывают с ними солидарность. Василий, мы слышим все больше заявлений и идей, и мыслей о том, что Украина будет влиять на политику как минимум в регионе. Да? То есть такой появляется новый региональный игрок, который сейчас защищает Европу от российской агрессии, потому что все прекрасно понимают, что если бы Украина не выстояла, то Путин на этом не остановился бы. Следующая была бы Молдова, потом страны Балтии, потом, поди знай, может, Румыния, Болгария, там, не знаю, Словакия, Чехия. Вот. И все говорят о том, что Украина, после того, как она выиграет эту войну, а то, что Украина может ее выиграть, с каждым днем становится все очевиднее, Украина будет претендовать на роль такого регионального игрока, который будет влиять на политику, в том числе и в Республике Молдова, и на политику своих соседей. Вот в этом, согласны ли вы с этим? Первый вопрос. И второй вопрос. В этом контексте возрастет ли роль украинских гагаузов во внутриполитической ситуации внутри Гагаузии? Как вы считаете?
Вы знаете, мы не живем в плановой стране, и в данном случае я считаю, что касается влияния гагаузов, каждый житель Украины имеет по закону одинаковые возможности и представлять интересы, и свои интересы, и региона то ли в парламенте, то ли в местной власти, то ли в исполнительной власти, то ли в судебной власти. Поэтому у гагаузов такие же будут возможности, как у всех. Что касается Украины, то я уверен, что Украина сделает серьезный шаг после того, как победит агрессора, а здесь вариантов просто нет. Я думаю, что экономический рост в Украине будет достаточно прорывной. И этому помогут не только сами украинцы, которые будут всячески стараться, но и, естественно, инвестиции международные гранты, фонды, ну и, соответственно, те ниши, которые были в Украине, их станет больше. Что касается игрока, я думаю, что мы на добрососедское сотрудничество и будет у нас развиваться и с Молдовой, и с Румынией, и с Турцией. В Турции у нас подписан договор о свободной торговле, поэтому я думаю, что как только война закончится, то мы будем увеличивать товарооборот. На сегодняшний день 4 миллиарда, а была цель достичь 12 миллиардов товарооборота между Украиной и Турцией. Я думаю, что это достижимо. Вот так, я думаю, что все будет хорошо в Украине. Нет, когда я говорил про гагаузов, я имел в виду гагаузов Украины. Будет ли они играть более существенную и значимую роль во внутриполитических процессах внутри Гагаузии? Не о том, что понятно, что у гагаузов в Украине есть все возможности и шансы для того, чтобы развиваться, себя реализовывать. Мы это видим на вашем примере и много других людей, которых мы знаем из Украины, гагаузов из Украины, которые достигли определенных целей и карьерного роста в науке, в общественной деятельности, в политической, журналистике. Но что касается участия во внутриполитической жизни и общественной жизни внутри Гагаузии, как вы думаете? Мы не можем. Да. Мы не можем вмешиваться на самом деле в работу каких-то провластных структур в Молдове. Гагаузия является частью Молдовы. Мы абсолютно это признаем. И между нашей организацией и университетом Камрадским плюс центром научно-исследовательским имени Маруневича заключены договора о сотрудничестве. Мы достаточно плотно пытались работать, по крайней мере. Но что касается влияния на внутриполитическую, я не думаю, что так быстро можно переломать ситуацию в Гагаузии. На самом деле более активная должна быть позиция таких демократических сил в Гагаузии. И я вижу, как и что думают гагаузы, которые находятся вне Гагаузии, да, за рубежом. Я разделяю их мнение, и я удивляюсь, что таких гагаузов в самой Гагаузии практически нет. Даже элементарно мои друзья-одноклассники, которые живут на территории Гагаузии, я их не понимаю, и они яркую пророссийскую позицию занимают. Мы тоже их не понимаем, но это уже, скажем так, надеюсь, настанет то время, когда мы друг друга поймем. Василий, с вашей точки зрения, какую цену сейчас платит Украина и все украинское общество, включая украинских гагаузов, которые являются частью этого общества? Какую цену сейчас платит Украина и за что, с вашей точки зрения?
очень дорога цена свободы и независимости Украины. Мы платим жизнями и здоровьем наших людей, в том числе и гагаузов. У нас есть двое погибших гагаузов, и это самая дорогая цена. Все то, что рушится, это все дома, объекты, это можно все восстановить. А жизни людей не вернешь. И те люди, которые живут за рубежом, они тоже бедствуют. Так же само те люди, которые живут в подвалах здесь, на Донбассе, жили в Киеве, в том числе мои родственники, жена моя, ребенок, они не раз спускались в подвал, защищая себя. И до сих пор жена не может отойти от болезни, кашляет до сих пор. Поэтому цена свободы очень дорога. Я до сих пор не могу понять, почему это произошло. Мне кажется, что действительно Путина убедили в том, что в Украине можно пройтись и захватить все города за 3 дня. И он в это поверил и поэтому направил сюда войска. Это еще то, что настолько масштабно зашли войска в Украину, это тоже подтверждает это. Потому что на 9 фронтах начать военные действия, имея 150 тысяч военных, ну, это было, ну, скажем так, как минимум глупо. Авантюра чистой воды. Однозначно. Абсолютно верно. Василий, я благодарю вас за это интервью. Надеюсь, скажем, благодаря этому интервью мы смогли до нашей аудитории донести вашу позицию и сблизить, переубедить некоторых наших соотечественников и собратьев в Гагаузии, которые нас смотрят. Потому что, с моей точки зрения, решение, которое приняло Народное собрание и которое промульгировал Башкан, это позорное решение, которое будет лежать клеймом на будущих поколениях гагаузов. Не должно было быть принято это решение, но что случилось, то случилось. Надеюсь, будущие поколения будут по-другому смотреть на эту ситуацию и дадут соответствующую оценку этому решению. Спасибо большое, Василий. Желаем Украине и всем вам, вашей семье, как можно быстрее избавиться от того напряжения, в котором вы находитесь каждый день. Желаем Украине выстоять в этой войне и защитить свое право самостоятельно решать свое будущее. С нами был Василий Келегла, руководитель Всеукраинской общественной организации «Союз гагаузов Украины». Благодарим Василия за то, что он был с нами, и благодарим вас за то, что вы были с нами сегодня. Посещайте сайт Нокта, и вы будете в курсе всего, что происходит в Гагаузии, Республике Молдова, и в том числе и в курсе того, как протекает конфликт или война России против Украины.